величайший сын кыргызского народа. Именно так Чингиз Айтматов говорил о Саакбае Каралаеве, который родился в 1894 году на Исакуле в семье бедняка. По словам Анашчи, он родился недоношенным, так как его мама во время сбора дикой смородины в горах наступила босой ногой на змею. С 12 лет с отцом он потрачил у местных баев. Пережил Уркун, бежал в Китай после восстания. Во время Октябрьской революции он добровольцем присоединился в Красную армию, воюя в составе армии Михаила Фрунзе. Эпос он начал сказывать в 17 лет, когда однажды ночью в лесу, там, где сегодня находится Токойское водохранилище, к нему не пришел Аян. Исполняя Манас, Саакбай Каралаев передает не только основные его три части, это Манас, Семитей и Сейтек, но и следующие малоизвестные части Алым-Сарык и Кулан-Сарык. Полная текстологическая запись эпоса Манас в исполнении Саакбая производилась в период с 32 по 47 года. Он содержит более 500 тысяч стихотворных строк большого эпоса. По данным экспертов, взрослый человек может помнить от 20 до 100 тысяч слов, а Каралаев помнил до 1,5 миллиона строк эпоса. В мае 1971 года Манасчи попал в больницу. Болезнь протекала тяжело, он перестал узнавать людей. Но даже тогда он продолжал сказывать эпос. Лежавший в соседней палате писатель Николай Удалов вспоминал, что Саакбай сказывал эпос даже ночью. Он скончался на 77-м году жизни. За колоссальный вклад в культуру Кыргызстана портрет Саакбая увековечился на банкноте номиналом 500 сомов с 28 августа 2000 года.